Я посмотреть, чтобы картинка была. Да, потому что обязательно уже. Добрый день, уважаемые коллеги, участники образовательного семинара, который посвящен особенностям преподавания родных языков и литературы на родном языке, а также предметов этнокультурной направленности. Я приветствую всех участников, которые сегодня находятся в нашей аудитории, и, конечно, участников нашего онлайн-семинара, которые сегодня нас смотрят в Национальной библиотеке. Я рада приветствовать всех, потому что сегодня мы осознаем, что именно такие партнерские взаимоотношения, они сформированы благодаря, конечно, взаимодействию директора Национальной библиотеки Ольги Рудольфовны и нашего коллектива. Поэтому сегодняшний семинар, он имеет значение не только в рамках именно методического сопровождения этнокультурного образования, а прежде всего как мероприятие, образовательное мероприятие в рамках подписанного нами соглашения. Я думаю, что сегодня, конечно, вопросы, которые будут затронуты на семинаре, они важны прежде всего с точки зрения изучения, развития и функционирования родного языка и родной литературы. Сегодня государственная политика, которая сформирована уже на государственном уровне, благодаря участию Совета Федерации, позволила внести изменения в федеральный закон о образовании, а именно были внесены изменения 18 апреля 2018 года. Также были внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. И, конечно, сегодня мы понимаем, что обновленный федеральный перечень, он тоже позволяет нам сегодня определить те мероприятия, которые важны не только для педагогического сообщества, но и для всех библиотекарей, которые включены в систему образования. Поэтому, уважаемые коллеги, именно эти вопросы мы сегодня будем рассматривать в рамках нашего образовательного семинара. Я еще раз хочу сказать, что все выступления будут носить прежде всего информационный характер, потому что каждый вопрос, который сегодня представлен в программе, он, конечно, имеет методическое наполнение, но мы все-таки постарались рассмотреть каждый вопрос, даже его обозначили так, как мы проговорили с Ольгой Валерьевной, как руководителем рабочей группы по сопровождению этнокультурного образования, именно в рамках деятельности Национальной библиотеки. В библиотеке сегодня сформирована действительно очень качественная платформа поддержки этнокультурного образования, различные электронные ресурсы, которые сегодня позволяют педагогам нашей республики не только использовать данные ресурсы, но прежде всего включаться в систему профессионального роста. Поэтому, уважаемые коллеги, позвольте мне сегодня представить всех участников нашего образовательного семинара, а именно спикеров, которые сегодня будут представлять все информационные материалы. Первый доклад у нас будет у Терентьевой Светланы Николаевны, кандидата педагогических наук, директора Института педагогики и психологии. Также в работу у нас включается Наталья Станиславовна Сергиева, доктор филологических наук, председатель Республиканского методообъединения учителей русского языка и литературы. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие. Ну и, конечно, сотрудники нашего института. Это Попова Екатерина Валерьевна, исполняющая обязанности руководителя лаборатории развития этнокультурного образования,
Поляков Евгений Викторович, методист лаборатории, Мусанова Светлана Семеновна, методист лаборатории развития этнокультурного образования. Поэтому, уважаемые коллеги, мы в своих информационных выступлениях постараемся как раз представить те изменения, которые произошли благодаря действиям Совета Федерации и действиям Валерия Петровича Маркова, потому что действительно вот у меня в руках есть методические рекомендации, которые сформированы как раз рабочей группой, которую возглавлял Валерий Петрович Марков. И эта рабочая группа направила всем органам исполнительной власти Российской Федерации такие рекомендации, которые послужили основанием для принятия решений, еще раз говорю, на уровне именно правительства Российской Федерации. В апреле 2018 года состоялись парламентские слушания. Именно итогом парламентских слушаний были решения, которые нашли отражение, еще раз говорю, первое – изменение федерального закона образования, второе – изменение федеральных государственных образовательных стандартов. Уважаемые коллеги, мы начнем работать. Я предоставляю слово Светлане Николаевне Терентьевой. Светлана Николаевна представит нам информационное выступление об особенностях реализации предметной области родной язык и литературное чтение на родном языке на уровне начального общего образования. Но в начале своего выступления Светлана Николаевна представит нормативно-правовую базу, которая определила прежде всего сопровождение, новое сопровождение, обновленное сопровождение всех уровней образования. Светлана Николаевна, вам слово. Добрый день еще раз всем участникам нашего методического семинара. Слышно меня? Мне бы более подробно хотелось в первую очередь остановиться на нормативном сопровождении изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков Республик Российской Федерации в школах Республики Коми. Так, сюда переключать, да? Да, просто. Согласно статье 14 Федерального закона об образовании, в Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. В Российской Федерации установлены следующие уровни общего образования. Это дошкольное образование, начальное образование, основное общее образование и среднее общее образование. В организациях, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего образования, образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, то есть на русском языке. Так. В организациях, реализующих программы дошкольного образования, начального, основного образования, расположенных на территории Республики Коми, на территории республик, входящих в состав Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение также государственных языков Республик Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Что-то у меня тут все съехало. Да, сейчас. Я, наверное, перекрутила, да? Как мне назад вернуться? Снизу кнопочки есть. Снизу, самый низу. Вот так. Белая голова была? Все. Всем удобно? Есть слайдер. Возьмите. Может, вам удобно будет. Сейчас, подождите, извините, что у меня так получилось. Так.
В настоящее время преподавание и изучение государственных языков Республики Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. По федеральному государственному образовательному стандарту в 2018-2019 году обучаются у нас учащиеся первых-8 классов. 9 и 11 классы обучаются пока по стандарту 2004 года, который включает в себя 3 компонента. Это федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного учреждения. То есть в рамках регионального компонента у нас раньше изучался коми язык как государственный. И обучаются не студенты, а получаются дети 8-11 классов. Дальше. 3 августа 2018 года принят федеральный закон номер 317 о внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона о образовании Российской Федерации. В соответствии с этим законом статья 11 дополнена частью 5.1 следующим содержанием. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа народов Российской Федерации, а также изучение государственных языков Республики Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. Так, в соответствии с частью 6 статьи 14 этого же закона, свободный выбор языка образования, изучаемых родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, государственных языков Республики Российской Федерации, осуществляется по заявлениям родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного, начального, общего, то есть по всем программам образовательным, имеющим государственную аккредитацию. Таким образом, свободный выбор изучения родного языка, в том числе и русского как родного, предусмотрен при приеме обучающихся в 1 класс и в 5 класс. То есть также при переводе из одной образовательной организации в другую. Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона об образовании, образовательная организация наделена также полномочиями по разработке и утверждению образовательных программ, которые разрабатываются в соответствии с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом примерных основных образовательных программ. В настоящее время для начального уровня общего образования представлены 4 варианта примерного учебного плана. Сейчас, если вернуться, сейчас еще раз. То есть у нас существует примерная основная образовательная программа начального общего образования и примерная основная образовательная программа основного общего. Извините, ошибка у меня тут. Приняты, одобрены решением ФУМО по общему образованию от 8 апреля 2015 года. И если остановиться более подробно на вариантах учебных планов, получается первый вариант – это для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. Второй вариант – это для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации, народов России. Дальше, для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном нерусском языке, например, на коми языке в нашей ситуации. И для образовательных организаций Республики Российской Федерации, в которых законодательно установлен наряду с государственным языком Российской Федерации государственный язык Республики Коми. Эти же варианты предлагаются и для основной школы. То есть первые 2 варианта – это образовательное учреждение, в котором ведется на русском языке обучение. Дальше
которых обучение ведется на русском, но наряду с ним изучается один из языков народов России и государственный язык. Дальше, примерный учебный план состоит из двух частей. Это обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Первая обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. Вторая же часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Оно может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, либо на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе и этнокультурные. Также учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков Республик Российской Федерации и родного языка и числа народов Российской Федерации. И также распределение часов по годам обучения. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области родной язык, литературное чтение на родном языке, это уровень начального образования, и родной язык и родная литература уровень основного образования, следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе и русского языка. Для примера я рассмотрела учебные планы по городу Сыктывкар на примере двух школ. Школа номер 38 и гимназия искусств, школа номер 23. То есть эти школы выбрали вариант учебного плана, где идет изучение на русском языке. То есть в разделе «Филология», например, по школе 38, представлено русский язык и литературное чтение в начальных классах, также родной язык и литературное чтение на родном языке. Класс делится, здесь родной язык и литературное чтение на родном языке, дети изучают русский язык как родной, так как родители, по заявлению родителей, был выбран русский язык как родной. Дальше я говорила, что есть у нас еще вторая часть учебного плана. Здесь в начальных классах в каждом классе отводится 1 час на вторую часть учебного плана. Вот эту часть, 1 час, школа номер 38 по заявлению, опять же, родителей разделила на несколько дисциплин. Было предложено родителям 3 варианта дисциплины. То есть коми-язык как государственный, коми-язык как государственный, литературное чтение Республики Коми и, сейчас третий вариант, сейчас скажу, есть у нас, коми-язык, литературное чтение и край, в котором я живу. То есть родители выбрали все эти 3 варианта. Класс в итоге делится на 3 части, получается у них. То есть каждый класс делится на 3 части, в каждом классе изучаются вот эти 3 разные дисциплины. А если посмотреть гимназию национальную, здесь у нас получается следующая раскладка. Так. Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке получается на русском языке, и часть, формируемая участниками образовательных отношений, здесь изучается государственный коми-язык, то есть класс делится на 2 части, и те родители, которые выбрали русский как родной, идет занимательный русский язык. То есть класс...
Да, если коми как родной выбрали, то есть те, кто выбрали русский как родной, они изучают государственный коми язык, а те, кто выбрали коми как родной, они занимательный русский язык. Да. А может быть так, что вообще не введены этнокультурные направления? Может быть, да. Вообще нет, да, да. То есть это на выбор школы. Школа сама выбирает. То есть, если посмотреть по Республике Коми, в этнокультурную направленность предметы входят вот этот перечень дисциплин. Коми язык как государственный, литература Республики Коми, история РК, это получается старшее звено уже, да, география Республики Коми, драйв, в котором живу, это начальная, экология Республики Коми старшее звено, искусство Республики Коми тоже старшее звено. То есть этих предметов может не быть. Может не быть. Это школа выбирает, да. Это все выбирает школа. То есть это уже не зависит от выбора родителей. Школа предложила, родители выбирают. Да, школа может предложить эти варианты, а родители уже выбирают. По заявлению родителей дальше формируется уже учебный план. Так. Сейчас, где тут остановилась. Так, наверное, все основное я вам сказала. Наверное, хотелось бы услышать вопросы какие-то. Так, и по статистике еще, да, у меня тут есть информация. В декабре состоялась коллегия Министерства образования, и на коллегии были озвучены такие цифры. 87% образовательных организаций Республики Коми, в 87% 3-4% изучают коми язык как родной и государственный, как самостоятельный учебный предмет. Это в целом по Республике Коми. А родной коми язык из этого числа обучают 3,7%, и государственный коми изучают 31% обучающихся. В целом более 80% обучающихся изучают коми язык, а также учебные предметы этнокультурной направленности. То есть это уже по, опять же, по заявлениям родителей получается. В зависимости, какой язык выбирают родители. Все у меня. Маленький вопрос, да. Вы сказали, что 18 сейчас в этом учебном году с 1 по 8 класса по ГОСам, а 9-11 по ГОС 2004. То есть постепенно каждый год будет программа, получается. С 8 по 11 они поступали по ГОС 4, поэтому они продолжают обучаться по этому стандарту. А те, кто начал обучение по ГОС, по новым федеральным государственным образовательным стандартам, они как бы продолжают. Да. Угу. Поэтому у них планы отличаются. Если вы выйдете на сайт любой школы, здесь даже представлены вот эти варианты. То есть учебные планы по ГОС и учебные планы по ГОС-4. То есть отдельно для 8, 9 и 11 классов. 9, 10, 11. Так как у них разная получается структура учебного плана в соответствии с требованиями стандартов. Но подходы? Подходы тоже немножко отличаются. Да. Если посмотреть по обеспеченности учебниками у нас, дальше, наверное, все равно будут рассказывать, да, по коми языку как государственному в начальных классах. 5 класс вы принесли сюда, нет? В первом классе у нас для первого класса или для первого года обучения используется вот этот учебник. Он сделан уже по новому стандарту. И для 5-6 классов изданы учебники тоже по федеральному государственному образовательному стандарту. Это коми язык как государственный. Дальше. Литературное чтение или литература Республики Коми. Вот это используется у нас в начальных классах, обеспечено полностью с 1 по 4 класс учебниками. И новые учебники у нас вышли, край, в котором я живу. Более подробно Евгений Викторович расскажет еще о них. Тут у нас только вышли пока 2 и 3 класс, да? То есть будет укомплектованы дальше все учебные пособия. Но если
Из беседы с учителями, я вот общалась и с учителями 36-й, 38-й школы, в частности, те, кто выбрали край, в котором я живу, или по-другому называется еще эта дисциплина краеведения, они пользовались рабочей тетрадью, изданной учителями 38-й школы. Да, когда-то было издано. Дальше они постепенно переходят уже вот на новые эти учебники. То есть очень востребованы вот эти учебники, край, в котором я живу в настоящий момент. Что многие выбирают именно краеведение. Стопроцентная. Но пока не до всех школ почему-то дошли вот эти учебники. Хотя должна быть заявка все-таки от школы, наверное, в первую очередь. Скажите, пожалуйста, а где-то эта информация собрана? Где мы можем найти информацию? На сайте каждой конкретной школы, либо где-то аккумулирована Какая информация? о том, что, допустим, край, в котором я живу, либо поле, в котором находится, где вот это, что, по каким программам обучаются? Еще раз зайдете на сайт образовательной организации, Школы. да, школы, школы, и смотрите, по каким учебным планам они реализуют образовательную программу. То есть там прямо перечислен перечень дисциплин. Коми-язык как государственный. Если я тут даже скопировала, вот они, так выглядят все учебные планы на сайте. Вот они. Я могу тут по 38-й школе у меня и по гимназии. Могу вам прямо отдать. Вы можете посмотреть. Да, на сайте это обязательный элемент. То есть учебный план обязательно должен быть представлен. Еще скажите, пожалуйста, вот по другим, есть рекомендации по информационному компоненту, какие должны включаться произведения авторов. А есть ли какая-то специфика, допустим, в Усть-Илимском районе, так как у них там свои авторы, которые, допустим, не были включены, Олег Чукров или кто-то, своя специфика имеется. Есть ли какие-то еще дополнительные, могут ли они дополнительно какие-то изучать произведения в связи с тем, что это их земля? Вот смотрите, любой учебник, учебно-методический комплект, да, создается из нескольких составляющих. Сначала составляется программа. Программа составляется на основе федерального государственного образовательного стандарта. Дальше на основе программы уже составляется учебник. Если в программе не заложено, то тогда это не изучается. Да, дальше учитель, конечно, может использовать и ввести дополнительные произведения. То есть через уроки внеклассного чтения, через внеурочную деятельность. Это все можно реализовать. Понятно, спасибо. Еще какие вопросы? Спасибо. Спасибо Светлане Николаевне. Немножко резюмируя, ее выступление. То есть мы видим, что произошли определенные изменения в федеральном законодательстве. Республика Коми, Министерство образования, вся нормативка под это подведена, и у образовательных организаций в том числе. К 1 сентября вот это результаты, были проведены определенные работы. Из того, что мы имеем по укомплектованности, получается, что коми-язык, линейка в начальном общем образовании, на уровне начального образования, она скомплектована, поэтому, конечно, мы ее и рекомендуем. В вариативной части выбирать коми-язык. Кроме того, очень отрадно, что была программа, и программа Евгения Викторовича обновлена, скорее всего, обновлена программа, она также выложена, и у нас имеются, уже стали выходить учебные пособия по краеведению. Это опять же вариативная часть и линейка, которая формируется. Формируется вот сейчас у нас, можно так сказать, на глазах вышел 2 класс, 3 класс. Нет еще 4 класса, но об этой линейке немножко подробнее вот сейчас и расскажет Евгений Викторович.
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте мне буквально несколько слов сказать о учебных пособиях края, в котором я живу, и вообще в целом об учебном курсе края, в котором я живу. Итак, край, в котором я живу, это краеведческий курс. А вообще, что такое краеведение? И надо сказать, что краеведение в начальной школе, оно принадлежит к типу комплексных наук и соединяет в себя сведения природоведческие, исторические, искусствоведческие и другие. Объединяющее начало состоит в том, что это относится к одной местности, то есть к родному краю Республики Коми. И на основании этого в программе выделились 3 содержательных блока тем. Первый блок тем – это природа Коми края. То есть в этом содержательном блоке рассматриваются природоведческие вопросы. Этот блок тем направлен на экологическое воспитание младших школьников. Следующий блок Коми край вчера и сегодня. В этом блоке рассматривается история Коми края, то есть Коми края вчера, и современное социально-экономическое развитие Республики Коми, Коми края сегодня. Последний блок, который называется «Культурное богатство Коми края». Он посвящен изучению традиционной культуры коренного народа на Республике Коми, народа Коми. Несколько слов буквально скажу о цели и задаче курса. Целью курса «Край, в котором я живу» является формирование опыта деятельности по получению новых знаний и их преобразованию, применению на основе освоения природно-культурного и историко-культурного наследия Коми края. Задача курса – это в первую очередь формирование уважительного отношения к своей семье, к месту проживания Республики Коми в целом, формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей родного края. Да? Формирование младших школьников активной гражданской позиции, патриотизма, экологической культуры, воспитание младших школьников любви к своей малой родине, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формирование способностей и готовности к использованию краеведческих знаний в повседневной жизни младшего школьника. Да, мне очень приятно, что в этом году вышли учебные пособия для 2-х и 3-х классов, который называется «Край, в котором я живу». Учебные книги получились содержательные. Здесь представлены тексты краеведческого характера, причем тексты не разнообразные. Здесь представлены художественные тексты писателей Республики Коми, естественно, краеведческую тематику, да? Научно-познавательные, популярные тексты, тексты, памятки и так далее. Также книги получились очень богаты в иллюстративном плане. Здесь достаточно много репродукций картин коми-художников, чьи работы хранятся в Национальной галерее Республики Коми. Ну, наверное, работникам библиотек будет интересно, то, что это информация для работников библиотек, что в конце учебного пособия есть такой раздел, который называется «Добрый совет на лето». То есть это та литература, которой учащийся младший школьник может сам, либо с родителями прочитать летом. Ну, например, во 2-м классе, да, это такие книги, как «Азбука юного гражданина Республики Коми», значит, сборник сказок Соломоне Палаева и Шанишка, «Солнцеликие братья», это народные сказки в литературном изложении Петра Митрофановича Столповского, значит, рассказы
Некрасова, «Родина моя, задушевная песня», рассказы, не рассказы, это экологические сказки Рыжовой, а также сборник рассказов Степана Семеновича Раевского «Теплый север». Это 2 класс. По 3 классу там уже достаточно много текстов посвящено истории Коми края, поэтому, соответственно, детская литература соответствующая. Да? Значит, ученики 3 класса могут прочитать рассказы по истории Коми края, которую подготовила Ольга Евтихина Бондаренко. Также книжка у Габовой и Макаровой «Дети древней земли», рассказ для детей об истории Коми края Игоря Любимовича Жеребцова и Петра Митрофановича Столповского, также историческая повесть для детей Тимина «Мальчик из Перми Вычегодска». Ну, на этом у меня все. Если у вас будут какие-то вопросы, постараюсь на них ответить. Этот курс, получается, он на начальное звено, а среднее звено дальше он будет продолжаться или там, получается, другие уже курсы? Да, вот смотрите, сейчас немножко объясню. Вот, как я уже вначале сказал, в начальной школе краеведение изучается в комплексе, да, то есть содержит знания из таких предметных областей, как история, этнография, природоведение и так далее. То есть это такой интегрированный, получается, курс. А уже в основной школе этот курс будет дифференцирован. В 6-9 классе была разработана учебная программа «История и культура Коми края». Она была разработана Александровной Таскаевой и Остаповым совместно. И также в 6-9 классе предлагается такая программа «Природа и хозяйство Республики Коми». Она была разработана лет 5, наверное, назад Владимиром Михайловичем Глянцевичем. Не знаю, насколько она сейчас соответствует современным требованиям ФГОС, но по крайней мере она есть. Да, получается, краеведение изучается дифференцированно. Вот. Отдельно природоведение, природоведческий аспект, и отдельно история. Там уже отдельная история, география. Да. То есть природа и хозяйство Коми края — это отдельная география получается. Вопрос непосредственно по вашему курсу. Да. Вот, подразумевает ли учебник, либо программа курса привлечение какого-то дополнительного материала, кроме того, что рекомендовано на лето, либо полностью все отрывки, все куски текста, которые нужны для занятий, они все уже представлены здесь? В программе, которая сейчас есть на сайте Открытое образование Республики Коми, она есть в свободном доступе. В этой программе есть дополнительная литература для учителей, для учащихся. И там представлена выборка определенных художественных произведений, которые учитель может использовать в рамках краеведческого курса. Также предполагается, что данные учебные пособия будут оснащены рабочими программами. Сейчас идет активная работа по разработке рабочих тетрадей данным учебным пособием. Так что постепенно этот курс будет оснащаться учебной и методической литературой. Скажите, пожалуйста, вы какие-то электронные ресурсы рекомендуете для... Да. В программе есть 2 сайта, которые действительно рекомендую. Первый сайт — это краеведение. Этот сайт был разработан работниками Национальной галереи Республики Коми, и там есть выборка наглядных дидактических материалов, я имею в виду репродукции картин, которые учитель может использовать на уроке. Также рекомендуется интернет-сайт Сыктывкар из прошлое и будущее. Тоже он может использоваться в качестве наглядного электронного дидактического материала. Все. Знаете, Национальной электронной библиотеки Республики Коми? Там просто у нас очень многие произведения, которые вы рекомендуете, есть в электронной библиотеке. Тот же самый «Мальчик из Перми Вычегодска», те же самые... Ну, то есть там много есть. Елена Габова, «Дети древней земли» и так далее. Нам надо вообще активно сотрудничать в этом направлении. Будет этот учебник переиздаваться в ближайшее время или нет? Пока идет прокатка, это учебное пособие. Если вдруг он будет когда-нибудь
добавить на полный текст, который в электронной библиотеке. Чтобы уже нам было- Хорошо, хорошо. Хорошо, тогда при переиздании вообще будем сотрудничать в этом направлении. Скажите, все-таки это учащиеся начальных классов, они там большие и очень ограниченное количество времени можно использовать. Да, единственное, что вот книги можно, вот цельные книги можно рекомендовать вот как раз для чтения летом, да, например, то есть после изучения курса летом в качестве семейного чтения можно использовать. Мгм. А так эта идея очень хорошая, сотрудничать с национальной библиотекой, именно с краеведческим отделом. Может, помочь родителям найти через электронные образовательные ресурсы. Мгм. Да, Все спасибо вам за внимание. Дают очень часто какое-то произведение прочитать завтра, а время происходит вечером. Нужно срочно найти, если вы знаете, что есть электронная библиотека, можно зайти и посмотреть, что-то, допустим, найти. Я думаю, что можно вообще в программу-то проще переиздать, да? Во вкладке «Литература для учителя» как раз прописать вот ваши интернет-ресурсы. Когда Наталья Ивановна с Евгением Викторовичем непосредственно Тесно может сотрудничать. быть, пообщаться Да, уже да, хорошо. персонально, Хорошо. индивидуально представить непосредственно наш ресурс. Это было очень хорошее сотрудничество. Мы тоже на это Мгм. Спасибо вам за внимание. Мгм. Спасибо Евгению Викторовичу. Ну вот это что касается блока начального образования, уровня начального образования. Теперь переходим к уровню основного общего и среднего общего образования. Приглашаю Татьяну Петровну. Не видит флешечку. Татьяна Петровна. Так. Не видит. Сможете начать? Я буду скидывать. Сейчас вернусь и скину. Пока начнете. Нет, второй. А что, значит второй? Наверное, нет. Я сейчас скину быстро. Да? Так, ну давай, отказываемся. Да. Без слушателей. Скидываем. Что? Информацию с Татьяной Петровной и скидываем. Слушатели, что я увидела здесь. Уважаемые коллеги, да, за минуточку такую прошу прощения. Может, немножко в живом пообщаемся? Какие-то вопросы, Ольга Валерьевна? Пока нет, да? Да. Да? Да, ну давайте, да. Наталья Станиславовна, да, сюда, наверное, придется. Ага. Да, потому что... Так, я прошу заранее прощения, поскольку получается таким образом, что все идет в обратном порядке от задуманного. Вот. Но дело в том, что все люди взрослые, я думаю, все осмыслят. И фактически мы будем говорить с Татьяной Петровной о том, что, поскольку мы председатели Республиканского методического объединения по русскому языку и литературе, и, конечно, нас очень серьезно занимает вопрос
о введении русского языка как родного в учебные планы, о том, что тут можно сделать, потому что это очень большая проблема. Мы в прошлом году весной проводили семинары, вебинары, точнее, на эту тему, давали рекомендации учителям, и на портале «Открытое образование» на страничке нашего УМО эти записи есть. То есть можно посмотреть. Вот. Но я могу сказать так, что я не так давно, в конце прошлого года, была на Всероссийском съезде учителей русской словесности, который проходил в МГУ имени Ломоносова. И там нам действительно сказали, что вопросов нерешенных по этому поводу очень и очень много. Вот. Но имеется программа примерная, утвержденная по общему образованию, по русскому языку как родному. И в ближайшее время подготовленная будет выходить линейка учебников по русскому языку и литературе как родным. Понятно, что эта линейка учебников, она будет носить характер апробации. Вот. И не у всех, и в частности я тоже к ним отношусь, не все сторонники такого подхода, потому что в огромном государстве очень разнообразном, таком как наше, иметь единый учебник, это, в общем-то, не совсем, наверное, правильно, потому что регионы наши очень разные, состав очень разный. Вот. И, по сути дела, наверное, все-таки на региональном уровне где-то будет виднее, каким образом преподавать русский язык как родной и литературу как родную. Мы сделали очень серьезное предупреждение, поскольку образовательная организация, в нашем случае она определяет содержание этого учебного предмета, чтобы никоим образом содержание этого учебного предмета не представляло собой продолжение, собственно, базового курса русского языка как государственного. Чтобы содержание этого предмета, это именно содержание, не процедура выбора, никоим образом не препятствовало выбору учениками коми-языка как родного в качестве отдельного учебного предмета, потому что это в условиях нашей республики совершенно недопустимо. В то же время проблем, как я уже сказала, очень-очень много. И мне кажется, что все-таки одна из целей преподавания русского языка как родного и литературы как родной, русской литературы как родной, является воспитание того, что называется региональным патриотизмом. У нас есть очень хорошая литература русскоязычная, своя региональная. Вот. У нас есть свои очень интересные памятники истории и культуры русской. Есть памятники фольклора, есть замечательный совершенно фольклор. Вот Светлана Степановна подтвердит русский фольклор. И знакомить с этим учащихся необходимо, и можно об этом подумать. Ну и поскольку вот сейчас уже подготовлена презентация, я хочу сказать буквально несколько слов. Самое главное, что можно сделать в этих условиях, это обеспечить хорошее взаимодействие между библиотекой и школой. Потому что библиотека располагает такими ресурсами, которые в данной очень непростой ситуации могут помочь правильному выстраиванию этого курса. Вот. Сейчас все не так единообразно, как когда-то. И вот еще раз хочу сказать, что вот это движение навстречу друг другу учителя и библиотекаря, работника библиотеки, оно в этой ситуации представляется очень важным. Потому что библиотека является очень ценным хранилищем вот той памяти, той духовной культуры, той исторической памяти, той этнической культуры, которая, лингвокультуры, которая так необходима современному при воспитании современного школьника. Сейчас я прерываюсь, при необходимости я еще дополню. Вот, и основной докладчик Татьяна Петровна, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Итак, у нас в 2015 году введена новая предметная область
родной язык и родная литература. И с 2015 года, практически 4-й год, у нас пока учителя находятся, мягко сказать, в недоумении. И поэтому мы уже проводили не раз и вебинары, и семинары, и выезды с тем, чтобы объяснить, что делать, собственно, на этих уроках, как внести эту предметную область в учебный план, какие-то учебные предметы будут, какие часы должны быть выделены, где эти должны быть часы, в какой части учебного плана. А самое главное, конечно, это содержание. Это, конечно, планируемые результаты, разбивка по годам. Это, конечно, контроль образовательных результатов. Это, конечно, промежуточная аттестация. То есть вот эти все вопросы до сих пор пока, значит, то, что первым задают учителя. Но поскольку у нас сегодня с вами все-таки встреча как с библиотекарями, то я решила, что я не буду рассказывать о том, как нужно строить промежуточную аттестацию, а мы будем говорить о том, что мы ждем от библиотек. Потому что мы находимся действительно в такой ситуации, вот по сравнению с этнокультурными учебными курсами, мы совсем бедные. У них, видите, есть красочные пособия, у них есть перспектива какая-то, и работают над этим. Когда же что-то появится у нас, неизвестно. Ну, давайте обратимся сейчас сначала к родному русскому языку. Как вам уже правильно сказали, значит, учебные предметы, родной русский язык, это по выбору обучающихся. Обязательно проводится анкетирование, протокол, подсчет, и только так и эти документы хранятся. Затем на этом основе создается учебный план. Но сколько часов, сколько лет будет вестись этот обязательный предмет, это верхняя часть учебного плана. То есть его нельзя то вводить, то не вводить. То есть он должен быть обязательным. Другое дело, это будет родной коми или родной русский, но он будет обязательным. И сколько часов это будет в полном как курсе, сколько лет это будет, будет ли это час в неделю, 2 часа в неделю, полчаса в неделю, это все решает самостоятельная школа, потому что это в ее компетенции. Но и опять же, дело не в этом. Итак, у нас с вами, значит, простите, я, наверное, не то нажимаю, да? Так. Ладно. Значит, самая большая проблема в том, что у нас планируемые результаты по русскому языку и по русскому родному языку во многом совпадают. Это то, что дезорганизует учителей, и поэтому, возможно, они в библиотеке спрашивают, объясните нам разницу, а что нам делать. Разница у нас, конечно же, в планируемых результатах. И поэтому, чтобы не дублировать основные учебные предметы, мы обычно проводим, значит, сопоставление требований к планируемым результатам, которые у нас есть в стандартах. Видим параллельные требования. Вот эти параллельные требования мы исключаем из предметной области родной русский язык, обнаруживаем те требования, которые в основном предмете отсутствуют, и делаем акцент в преподавании этого предмета именно на этих дополнительных требованиях. И тогда программа обретает свое лицо. Чтобы не получилось так, вот русский язык 1, вот русский язык 2, домашнее задание по русскому 1, домашнее задание по русскому 2. Хотя я слышала такие варианты, некоторые предлагают усилить, дополнить или просто тратить эти часы на что-нибудь, на подготовку к чему-нибудь. Но дело в том, что это отдельный предмет, у него своя промежуточная аттестация, у него своя отметка в аттестате. И поэтому, если он размажется просто так, непонятно на что, то мы серьезно нарушим закон. Таким образом, значит, для того, чтобы понять, какое содержание нужно учителю, для этого нужно сначала разобраться, какие планируемые результаты как раз-таки отличаются. Итак, вот посмотрите в начальной школе. В начальной школе отличие родного русского языка в следующем. Делается акцент на ценностном отношении к родному русскому языку и на включении в культурно-языковое поле. Дальше. Обогащение словарного запаса. Так, ну, это понятно, что вот лингвистика, она всегда есть, но все-таки обращаем внимание. Ценностные отношения, культурно-языковое поле и обогащение словарного запаса. У нас с вами в учебниках русского языка, безусловно, есть такие темы, и есть словарные слова, которые мы должны запоминать. Есть, но недостаточно. Учитель больше всего на русском языке занимается лингвистикой
и усвоением норм. А вот на другие вещи у него это по статочному принципу. И поэтому у нас есть самый, так сказать, отличный момент посвятить внимание тому, на что всегда не хватает времени. На уровне основной школы, обратите внимание, я здесь дала и то, и другое, потому что планируемые результаты совпадают абсолютно по русскому языку. То есть по начальной школе это то, что было дополнительно по отношению к русскому языку в начальной школе. А здесь они совпадают, но посмотрите, приоритеты расставлены иначе. В приоритете простого русского языка это владение нормами. А родного русского языка стилистическими ресурсами лексики и фразеологии. Далее здесь нормами, а здесь нормами тоже. Потом нормами речевого этикета, здесь тоже нормами речевого этикета. И отличие в родном языке – это еще формирование ответственности за языковую культуру, то есть опять же ценностные отношения, как и в начальной школе. На уровне средней школы у нас пока проблемы, потому что у нас там единые требования, русский язык и литература совмещены, они не разделены, планируем результаты вместе, но если их все-таки разделить и сравнить базовый уровень, родного языка и русского языка, и тут, к сожалению, вот что будет углублением, это будет делать школа сама, что она выведет на углубленный, что на базовый уровень. Но здесь мы видим, что здесь совпадает вот только вот это вот. Все остальное, все другое. Отсюда получается, что на каждом уровне образования, да, сначала у нас ценностное, прежде всего, представление, расширение активного словарного запаса, обогащение словарного запаса, да, затем, опять же, ценностные стилистические ресурсы, овладение, да, а дальше уже систематизация, владение и сформированность. То есть все то же, но уровень владения каждый раз становится серьезнее. Что тогда делать учителю и на каком содержании ему с этим работать? Чем может помочь библиотека? Я считаю, что нам нужны подборки книг, выставки, какие-то книжные выставки с приглашением учителей на эти выставки. Где? Понимаете, вот я не все, я не знаю, какие это понятно, что я в целом просто назвала что, а думаю, что автора вы найдете легко. Это занимательная грамматика, занимательная этимология, занимательная фразеология, занимательные статьи об архаизмах, о славянизмах, стилистика русского языка, чтобы они владели не только нейтральным, не только сниженным, но и высоким стилем. Да? Дальше занимательная топонимика, русские имена, прозвища отдельная, да, вещь, культура речи, русский речевой этикет. То есть у нас учителей нет материала. Обычно мы говорим так: гуглите, да, ищите, но дело в том, что нужно учитывать возраст детей, а значит нужно адаптированные тексты, чтобы на 2 класс, на 4, на 5, на 6, на 7 это должна быть какая-то вот уровневость представлена. Но учитель просто найдет что-то в Википедии, и это будет непонятно что. То есть у него нет ничего. Простой учебник русского языка, там нет ничего. Значит, ему нужно будет самому подбирать дидактический материал. И я думаю, что библиотека могла бы здесь помочь, делая вот такие подборки. А если вы посмотрите содержание, которое нам предложено, планируемые результаты, то как раз подборки этих книг как раз и ответят на это содержание. Это по русскому языку. По литературе. У вас есть концепция. Я посмотрела, концепция теперь есть у всех, у библиотекарей тоже. Итак, у вас концепция и у нас концепция. Итак, что же схожего в наших концепциях? У вас обозначены проблемы. То есть слабая материально-техническая база. Дальше неравномерность развития библиотек и отставание в освоении внедрения, да, новых технологий и практик. То есть у вас тоже есть такие задачи, как сохранение и популяризация ценностей, чтение, приобщение к мировой литературе. У нас то же самое написано в нашей концепции преподавания русского языка и литературы. У нас написано, что то, что изучают дети, не соответствует их возрасту.
что объем для них слишком велик, что недостаточно произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков, и что не отражают в полной мере этнокультурные особенности и традиции народов, и что не изучают произведения, созданные на языках народов и переведенных на русский язык. То есть, понимаете, ваши задачи и наши задачи, они в каком-то смысле совпадают, родственные. Задача библиотеки, в вашей концепции сказано, что вы должны решить, какие задачи. Это доступ к национальным культурным ценностям. Этому отвечает как раз предмет родная русская литература. Дальше формирование национальной, региональной и локальной идентичности ребенка на основе исторического сознания и социальной ответственности. Это то, о чем мы говорим. И, конечно же, развитие межкультурного диалога. Это то, о чем мы говорим. Задача школы, посмотрите, нам нужно учитывать накопленный позитивный опыт составления различных рекомендательных списков. Вот у нас учителя не могут составить эти рекомендательные списки. У них нет просто даже мониторинга данных, что читают дети. Библиотека, я думаю, ведет такой мониторинг и знает, что читают дети. Дальше привести содержание программ в соответствии с возрастными особенностями, потребностями и интересами обучающихся. В концепции вашей сказано, что вы должны стать центрами по изучению детского чтения, центрами мониторинга, что вы должны стать центрами, объединяющими различные учреждения, организации, которые занимаются проблемой детей. То есть школу и библиотеку, то, о чем говорила Наталья Станиславовна. Вы должны стать объединяющим вот этим мостом. Мы нуждаемся в вашей помощи, а вы нуждаетесь в нас. Ну и поскольку учителя имеют право строить образовательный процесс разными способами, разрабатывать собственные рабочие программы на основе вот этих рекомендательных списков, значит, ему нужно только дать эти рекомендательные списки. Мы дали, исходя из своего опыта, просто погуглив, просто побегав, так сказать, по разным форумам, что читают дети. И мы решили, что лучше мы не будем пока современную совсем литературу, мы вообще ее просто плохо знаем. Так? То есть если по литературе советского периода, замечательной советской литературе советского периода, есть масса критических статей, есть каких-то разработок внеклассного чтения, там еще, то по новой современной подростковой литературе уже 21 века нет ничего. Более того, мы даже не знаем, что там, какие там мысли, какие идеи, какие проблемы, какие темы. Но я думаю, что библиотекари это знают. И поэтому, вот посмотрите, вот этот список. Я думаю, что это золотой список. Это тот, который беспокоиться нечего о том, какое воздействие окажет на детей, можно быть спокойными. Но вот для более старшего класса, значит, мы уже дали литературу тоже современных, популярных очень авторов. Но, скажем так, я их не читала. Вот Лукьяненко я знаю, но его недотепу я не читала. Емеца с его Мефодием Буслаем я не читала. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы нам дали списки литературы, которую точно можно понести на урок. Понимаете? Пусть для диалога, пусть для спора какого-то, да, но для того, чтобы там не было такого, что, значит, нетерпимости какой-то, каких-то взглядов, которые могут обидеть кого-то из детей, какие-то споры, скажем так, иного характера, да, чтобы дети комфортно себя чувствовали, обсуждая эти произведения. Это не значит, что они должны быть как-то смягчены, но тем не менее, вы понимаете, наши дети еще слишком маленькие, чтобы иногда правильные вопросы правильно рассматривать. И поэтому что необходимо учителю? В чем я нуждаюсь? Что я поняла? Вот есть книга, вот она издана, вот есть лайки. Вот, да, хорошая книга, читайте. Что я не могу найти? Я не могу найти, что за автор. Вот фамилия, имя, иногда дата. Все. Где она, кто она, что она закончила, ничего не известно. Дальше. Краткое содержание произведения. Вы понимаете, что мне, пока я выбираю, пишу программу, я все прочитать не смогу. Мне надо хотя бы кратко на чем-то, вот на аннотации, понимаете, то есть какие именно проблемы. Дальше.
Мне нужны, если эти слова, если там исторические какие-то книги, мне нужны, чтобы книги как приложение были словари историзмов, так? Дальше диалектизмов, далее раскрыты сокращения аббревиатуры. Если, например, книги советского времени, то, что нам по умолчанию было известно, для наших детей, они не знают, что это такое РКПБ, например. Да? Дальше. Сведения, увы, и бытового, и географического, и исторического, культурного характера, то есть об эпохе, о времени этом, потому что, к сожалению, наши дети историю плохо знают, иногда очень себе плохо представляют различия, хотя бы последнего даже 20 века. Дальше, темы и проблемы, безусловно. Какие могли бы быть интересны на этих книгах? Дальше, вопросы репродуктивного и продуктивного характера. Дальше, примерные темы информационных проектов, которые могли бы быть созданы при прочтении этих книг. И, конечно, хотелось бы отзывы читателей, чтобы заинтересовать детей, да, дать им. И, конечно, все-таки должны быть какие-то критические статьи. Не может быть, чтобы они в пустом поле, эти книги, существовали. Понимаете? А вот это вау вот и подойдет. И поэтому я думаю, что библиотека, наверное, может прочтение такой книги организовать, обсуждение, попросить выступить каких-то уважаемых людей, которые могли бы свой критически краткий, конечно, отзыв дать. Да? То есть дать какие-то материалы, с которым уже учитель пойдет в школу. Пусть это будет пока не сборник, пусть это будут просто листы, напечатанный дидактический материал, но там уже будет что-то, с чем я пойду. Пока учителя ничего нет. Ну и есть, конечно, предложения иного характера, и я думаю, что вы тоже о них слышали, чтобы сделать литературу буквально, скажем так, продолжением основной литературы, то есть, предположим, рассматривается на основном курсе русской литературы произведения, скажем, Пушкина, да? Одно произведение, предположим, а вот на этом курсе этого же автора другое произведение. Я думаю, что вот это, скорее всего, делать не надо, потому что и в концепции тоже говорит, детям не интересна эта литература, они хотят читать о себе. Поэтому, пожалуйста, помогите нам, библиотека. Я называю библиотека с большой буквы, как единый такой институт. Мы нуждаемся в вашей помощи. И мы готовы сотрудничать, Наталья Станиславовна и я, если вы выйдете на нас вот с такими рекомендательными списками, вот с такими материалами. Мы будем размножать, мы будем вебинары проводить, мы будем нести это в массы. Пожалуйста. А вот перечень этих произведений кто формирует? Они как-то уже закреплены как бы законом? Или каждый учитель сам формирует? Нет, учитель выбирает сам, ему дано право на это. То есть в одной школе могут быть вот эти произведения, в другой Да. Я тут вам давала, видите, в примерной программе написано протокол. Так, учитель имеет возможность строить, может выбрать УМК, исследовать ему, может разработать собственную, да, право опираться на какую-то. То есть вот пока у нас ничего, кроме ВГОСа, нет, учитель имеет право на все. Наши учителя, которые уже работают по этим программам, они взяли вот эти списки, в попыхах на каждый урок по одному произведению, потом поняли, что это нереально просто. И они, конечно, поняли, что или читать надо хрестоматийным способом самые вкусные и интересные главы с тем, чтобы ребенок потом дома дочитал сам, да, какие-то самые такие острые, самые интересные, да, но не рассматривать эти произведения как на литературе, понимаете, вот именно в таком традиционном, да, рассмотрении, просто и только, чтобы эти уроки носили устный характер, никаких сочинений, понимаете, никаких сочинений, это только диалог, монолог, беседа, да, какие-то вот совместные такие, устную речь развивать прежде всего. Можно только обсуждая одинаково прочитанное. Оценка ставится, да? Оценивается работа. Оценка ставится, да? Оценка ставится. Мы избрали для себя планируемые результаты, мы взяли метапредметные результаты. То есть у нас на обычных уроках на метапредмет мало, так сказать, внимания уделяется. И мы решили так, что
Предметные результаты, которые традиционные, да, они пускай будут на обычном русском языке и русской литературе. А вот на этих нам подаренных часах, подаренных предметах мы можем наконец заняться именно смысловым чтением и метапредметными результатами. Например, научением задавать вопросы, да, репродуктивные, продуктивные, выразительно читать пересказы различного типа. И чтобы выслушать каждого, а не в торопях пару человек. Понимаете? Много-много выразительно читать вслух. Еще хотелось бы список получить книг, которые раньше издавались для национальных республик. Это русские, значит, книги с ударениями на каждом слове. Они были бы большой ценностью для нас. Потому что дети наши, к сожалению, очень плохо владеют нормами орфоэпии. И поэтому, если есть такие списки книг, вы нам дадите. И, конечно, я понимаю, может быть, у вас там 1-2 книги есть, а мы будем рекламировать с Натальей Станиславовной, что вот есть в библиотеках. Есть ли возможность переиздавать такие книги, как-то заказывать такие книги. А может быть, у вас в единичном экземпляре только для выставки. И мы подведем своих учителей, скажем, они есть, а у вас ничего нет. Поэтому мы хотели бы узнать, что у вас есть, что вы нам можете дать. Спасибо за внимание. Спасибо Татьяне Петровне. Как-то вопрос уже, да, пошел лично. Слово предоставляю Светлане Семеновне, методисту лаборатории развития этнокультурного образования, еще раз представить линейку, да, по общему основному образованию и среднему общему, что у нас уже готово, что уже реализуется, что, чем уже пользуются каждый день, да, на уроках, и в то же время укажет на те пробелы, на те проблемы, возможно, над которыми надо будет также в библиотеке где-то поработать именно в каких-то направлениях, укажет. Светлана Семеновна? Мое сообщение будет посвящено учебно-методическим комплексам, которые разрабатываются в нашем институте в лаборатории развития этнокультурного образования и активно используются в образовательном процессе. В настоящее время в нашей лаборатории создаются учебно-методические комплексы основного, общего и среднего образования по таким предметам, как коми-язык родной и государственный, коми-литература, литература Республики Коми и история Коми-края. Я бы хотела обратить ваше внимание на портал «Открытое образование Республики Коми». Так, вот есть такой портал «Открытое образование», да, Республики Коми. Что-то из него вышло. Сейчас еще раз его зайдем. То есть вы заходите на сайт нашего института, затем по правую руку портал, находите УМК по предметам этнокультурной направленности и предметы этнокультурной направленности. Пожалуйста, все, что вас интересует, какой учебный предмет, вы можете посмотреть. Здесь представлены в основном обложки учебников, но есть и программы, которые можно скачать и посмотреть, какой материал в этих программах содержится. То есть вот так. Перейдем непосредственно к освещению этих учебно-методических комплексов. Да, первый
Первый учебный предмет, который о котором хотелось бы рассказать, это коми-язык как родной. По этой линейке у нас есть программа для 5-9 класса, которая называется Коми-КФ. И она разработана нашим опытнейшим методистом Валентиной Михайловной Грабежовой, сотрудником лаборатории развития этнокультурного образования. С опорой на эту программу, в соответствии с этой программой, создаются и учебники. Сегодня Светлана Николаевна вам их уже показывала, то есть у нас уже есть для 5 и 6 класса вот эти красочные красивые учебники, они разработаны уже в соответствии с этой программой. Теоретический материал этих учебников охватывает все разделы науки языке, то есть дается представление об уровнях родного языка, от фонетики до синтаксиса. Учебники создают возможность формирования опорной системы знаний обучающихся по коми-языку как родному. Особого внимания заслуживает материал данных учебников. За основу берутся тексты известных коми-поэтов и писателей. Это и Каданев, Шебырев, Илья Васин, Очерк, Торопов, Ладыгин. Произведения устного народного творчества, приметы, пословицы, поговорки также включены фразеологизмы из родного языка. Это позволяет обучающимся увидеть, осознать красоту, выразительность родной речи, дает возможность обогатить, расширить кругозор детей, дает представление о коми-крае. Складывается представление детей о связях языка с национальными традициями коми-народа. Также хотелось, собственно, вот обложки этих учебников. 7-й, 8-й. Также Альбиной Николаевной Кармановой были разработаны методические рекомендации к данным учебникам. Как пользоваться учебником? Хотелось бы также представить школьные словари, которые активно используются в образовательном процессе. Они также создавались, разрабатывались в нашей лаборатории сотрудниками, авторами, составителями. Этих словарей стали Альбина Николаевна Карманова, Татьяна Владимировна Кренделева и Марина Васильевна Черных. Следующий учебный предмет, о котором бы хотелось рассказать, это родная коми-литература, основное общее и среднее общее образование. По данному учебному предмету есть программа, 5-11 класс, учебники, которые разрабатываются с 5 по 11 класса, они создаются под редакциями Елены Васильевны Остаповой и Валентины Александровны Лимеровой. Их можно тоже посмотреть, вот их труды. Материал нацелен на пробуждение у обучающихся интереса к культуре, традициям республики, овладению знаниями о коми-литературе, знакомство с произведениями коми-писателей создает предпосылки для становления личности, которая любит, ценит свой родной край, родину, умеет видеть, понимать красоту природы, живущих в ней людей. Содержание произведений рассматривается в историческом и культурном контексте. Это у нас литература. Так, немножко. Есть учебники, есть еще и хрестоматии, которые содержат тексты писателей, поэтов на родном языке. Перейдем к следующему учебному предмету. Это коми-язык как государственный. Также на основе программы для 5-9 класса, которая была составлена Татьяной Дмитриевной Поликарповой и Татьяной Владимировной Якубьев, были созданы, разработаны учебники для 5 и 6 класса. Также есть учебники для 7, 8 и 9 класса. Весь текстовый материал, который предложен в этих учебниках, он также связан с коми-краем, с его историей, народом. Тексты разноплановые, интересные, познавательные, полностью соответствуют задачам воспитания чувства гражданственности, любви к родине, толерантности и уважения к любви родному языку. Так, перейдем к следующему учебному предмету. Это литература Республики Коми. Буквально в прошлом году вышла программа по литературе Республики Коми. Разработчиками данной программы стали Татьяна Петровна Матвеева и
Галина Владимировна Китайгородская. Опираясь на эту программу, были выпущены учебники для 6 класса и 7 класса по литературе Республики Коми. Литература Республики Коми включает в себя произведения коми-писателей, которые пишут как на русском, так и на коми. Но коми-литература дается в переводе. Для изучения были выбраны произведения самобытных, талантливых поэтов и писателей. Опять же, у детей закладывается представление о культуре, истории, традиции родного края. Формируется значимое ценностное отношение к литературе Республики Коми, к художественным особенностям литературы. И говоря о литературе, и все-таки переводной, прежде всего, если с коми-литературой никаких проблем не возникает, то что касается переводной литературы, то тут есть определенные все-таки проблемы. Буквально, когда мы занимались написанием учебника для 9, а также для 10 класса, мы искали в краеведческом отделе вашей библиотеки такие переводные тексты, как «Басни Лебедева» на русском языке. Затем пытались мы найти Ларева, есть у него пьеса «Эхо», мы не нашли. И что же у нас? Есть еще поэма Лыткина «Мунаны идут». То есть наши ведущие литературоведы утверждают, что да, действительно переводы есть. Где эти переводы, нам никто и не показал, и нам частично помог литературный музей Куратова с переводными текстами. И у нас такая большая просьба, может быть, у вас будет возможность все-таки как-то вот обратиться, может быть, к вашим рукописным, и чтобы вот эти вот тексты переводные, они были доступнее, то есть хотя бы в виде ксерокопии, я не знаю, можно было прийти в краеведческий отдел. Что? НЭП, да? Ну, хорошо. Вот такая проблема с переводной литературой все-таки существует, и мы с ней столкнулись. Так, это что касается литературы Республики Коми. Я вам показывала на портале «Открытое образование» Республики Коми. Эту программу можно скачать и посмотреть ее содержание. Перейдем к следующему учебному предмету. Это история и культура Республики Коми. Это предмет для школ, которые специализируются на изучении истории родного края. Была разработана программа «История и культура Коми края», примерно образовательная программа по предмету основного общего образования для 6-9 классов. В 5 классе изучается история древнего мира, поэтому программа начинается с 6 класса, то есть с 6 класса начинается активно вводиться краеведческий материал. Авторами-составителями данной программы выступили Остапов и Алла Александровна Таскаева. Она в 2018 году, она в электронном виде также есть на портале «Открытое образование» Республики Коми. Данная программа нацелена на формирование у детей четкого представления об истории и культуре родного края, интересных людях, которые внесли вклад в развитие республики, все о культурном наследии нашей республики, исторических и культурных ценностях и знания о своеобразии родного края. По этой программе пока учебники не изданы. Опять же, наверное, может быть, понадобится помощь библиотеки, когда будут создаваться учебники в подборе именно литературы по истории и культуре Республики Коми. Собственно, здесь мы вывели обложки книг, которые так или иначе используются в образовательном процессе. Это и монографии Ольги Евстигневны Бондаренко, и Рогачева, и Жеребцова. Вот, собственно, сама программа. Это те учебники, учебно-методические пособия, которые имеют отношение к этому учебному курсу и которые активно привлекаются при его изучении. Научно-популярная и учебная литература. Ну, собственно, вот ссылка на портал, если она нужна. Вот такая вот у нас работа ведется в лаборатории развития этнокультурного образования. Ну, мы видим, что лаборатория этнокультурного образования, просто отдел по краеведению, восходит ходит или мы по обслуживанию возьмет. Все, спасибо всем. Да, на этом наш обучающий семинар подошел к концу, завершился. Более детально, наверное, мы будем общаться уже здесь, очно с сотрудниками. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Да.
Сейчас я посмотрю. Теперь давайте Анна, давайте что поближе. Ну, в принципе, да. Я думаю, что учителя Стаховской библиотека была вообще замечательная. Ну, я для начала вижу, что в любом случае наша библиотека было бы неплохо прийти к вам на вашу площадку и вообще сказать о нас, что у нас есть, что мы можем предложить. Вот сейчас, да, вот из разговора с Евгением Викторовичем мы поняли, например, что он не знает о существовании неких ресурсов, которые у нас есть, да, которые были ему полезны, наверное, и интересны для работы, да. Нет, даже на уровне